Ее музыка как молитва, но ничего религиозного в ней нет. Так характеризует творчество Лейлы Исмагиловой коллеги по цеху. Итак, сегодня в нашей студии человек, который посвятил всю свою жизнь музыке, который стоит у руля Союза композиторов Башкортостана не первый десяток лет. Лейла Загировна, здравствуйте. Добрый день. Лейла Загировна, мы с вами сегодня говорим о вашем творчестве. Вы более 50 лет преподаете в Уфимском институте искусств. С 2013 года возглавляете Союз композиторов Республики Башкортостан. Но если брать еще раньше, уже в 15 лет вы уехали в Казань, затем в Москву. Я понимаю, что это огромный творческий путь. Но давайте обозначим основные вехи, которые вы бы хотели сами отметить. Такие ключевые. Ну, надо сказать, что все-таки я не стала заниматься композицией. Видимо, мне было как бы предназначено судьбой заниматься. Потому что я с самого начала все-таки слышала, родилась в семье очень известного композитора, выдающегося Загира Исмагилова. И с самого детства я слышала народную музыку и вообще все. И его творчество, то есть я слышала, как он работает. Это, конечно, и сыграло большую роль на мое становление. И я не выбирала профессию. Мне так получилось, что я просила в течение года, чтобы меня отпустили в Казань. Это было, конечно, непросто для моих родителей. Они отпустили в Казань, в среднюю специальную музыкальную школу. С этого все началось. И с самого начала, уже в 16 лет, я написала вариацию для фортепиано, которая оказалась как бы судьбоносной вообще ситуацией в моей жизни. Потому что именно вот это сочинение услышал Дмитрий Шостакович, когда я уже сыграла это в Уфимском государственном институте, в зале имени Шаляпина. Он мне сказал: Лейла, вы талантливый человек, приезжайте ко мне учиться. Но получилось так, что я после окончания, средней специальной музыкальной школы поступила в Казанскую консерваторию, а потом я уехала в Московскую консерваторию, перевелась, и закончила я институт имени Гнесиных. Вы знаете, это, конечно, я не выбирала профессию. Так получилось, что она сама меня ввела, и я окунулась в это великое вообще искусство композиторская. Вы знаете, я счастлива от того, что так судьба у меня сложилась. И, конечно, в дальнейшем сам Бог мне велел. Ну, тогда, вы знаете, были распределения после окончания Московского педагогического института имени Гнесиных, и я подписала направление в Институт искусств. Тогда возглавлял институт мой отец, Загир Гарипович Исмагилов. Но я не думала, что я здесь останусь. Но думаю, я вот приеду и потом сразу уеду в Москву, потому что вся моя жизнь была связана с Москвой, с Петербургом. Но так получилось, видимо, судьбе было угодно, что я здесь осталась. Я совершенно не жалею. Для меня это большое счастье, большая гордость находиться, вообще жить в городе Уфе, в Башкортостане, потому что это мои корни. И то, что мне говорят, что национальный композитор. Я не пользовалась фольклором никогда практически, да, но сама основа, генетически заложена в меня моими великими предками, сыграла свою роль. И, конечно, в любом моем творчестве, несмотря на то, что это считается как бы советская музыка, российская музыка, современным, со всеми средствами изобразительности, вообще, так сказать, с техниками композиции 20-21 века, но основа вот этот дух нации, оно все-таки сохраняется, какие-то моменты пентонические, они как бы все равно из меня выходят, это без меня, то есть я специально этим не занималась никогда. Но надо сказать, что моей судьбе очень мне повезло, потому что я встречалась в своей жизни с Дмитрием Дмитриевичем Шостаковичем, потому что вот то, что он как бы сказал, что я не смогла к нему приехать, а потом уже он уже не преподавал в Московской консерватории, но все-таки в год смерти, вчера я нашла письмо его, что он приглашал меня к себе домой, чтобы послушать мои работы. Я ему показала свой струнный квартет и начало фортепианной сонаты. Он мне сказал, что вот напишешь сонату, обязательно показывай. И всегда как бы вот, я все время ощущала его внимание, потому что Шостакович — это был великий музыкант, который, если мне вот был какой-то интерес, а у него был большой интерес ко всем талантливым людям, и он всегда помогал, и всегда, когда он все время как бы наблюдал со стороны, может быть, за творческим развитием тех или иных талантливых композиторов. Но было судьбе угодно к нему попасть. Вы знаете, это была высокая оценка. Для меня это было, знаете, представьте, великому Шостаковичу прийти домой, показать струнный квартет в исполнении московских музыкантов. Но я не смогла уже, к сожалению, он умер в тот год, когда я была у него дома. Это, конечно, великое вообще то, что вот... Ну, и, конечно, мое
мое творчество было связано не только вот с башкирской музыкой, но все то, что было создано российскими композиторами, выдающимися композиторами, я все равно, мы же все это слышали, мы через это все проходили. Хочешь, не хочешь, это внедрялось в нашу душу, в наше мастерство. Но в дальнейшем, конечно, мне было судьбой было угодовано. Я же встречалась и с Рудольфом Нуриевым, потому что когда я с ним встретилась в Казани, уже показала ему Хаджу Насреддина, он очень заинтересовался, надо сказать, очень. И он сначала мне сказал, ну давай я послушаю только одну часть, но он послушал почти все, что я ему показала. Он сказал, ну вы знаете, ну это для меня, конечно, было выдающее. Он мне говорит, ну давай, вы таланты, что-то еще, очень высокого мнения вот о том, что он услышал. Сказал, ну вот я могу тебе, вот вам в Неаполе или в Стамбуле это сочинение будет исполнено. Представляете, каково? Но опять-таки мне не повезло, потому что тот год, когда я ему показала, в этот же год он и умер. Понимаете, более того, уже я, то есть он мне дал свои координаты своих секретарей, и когда я связалась с ними, они вылетели в Париж, и они мне сказали, что в дальнейшем, когда я с ними встретилась и по телефону разговаривала, он говорит, что он сам заинтересовался, он хотел сам поставить. Можете себе представить? То есть какие у меня были выдающиеся встречи с такими, и, конечно, это на мне отразилось. И более того, после окончания Института искусств, мы же члены были, я очень рано вступила в Союз композиторов СССР уже в 1973 году, и мы выезжали ежегодно, я попала в, так сказать, коорту вот самых таких вот молодых композиторов, которые выезжали по линии Союза композиторов СССР на творческие встречи молодых композиторов всех стран. То есть я выезжала практически все европейские страны, мы посетили, ну, один раз, два раза в год мы выезжали, это, конечно, были выдающиеся встречи, потому что тогда я уже встречалась там и познакомилась и с Борисом Течным, я познакомилась и с Тартаряном, и со многими выдающимися. И, конечно, вот встреча вот с этими композиторами, знаете, сыграла, конечно, в моей жизни тоже большой. Хочешь, не хочешь, но когда мы встречаемся, когда мы общаемся, и когда я слышу их сочинения, это тоже внедряется в тебя. Я учусь, не то, что училась в Московской, где-то в консерваториях, да, но в процессе жизни, встречаясь с этими выдающимися людьми, я также выбирала вообще все то, что они показывали, вот этот дух вообще, вот это выдающийся великой российской школы, советской школы того периода. Ну, Загировна, да. И это, я так понимаю, вот эти вот встречи помогли вам и Союзу, руководить Союзом композиторов Башкортостана? Это не так было. Я не сразу стала представлять. Я понимаю, но опыт знаете, этот помогает? Нет, дело не в этом. Дело в том, что тогда, когда... То есть у меня, видимо, организаторская способность была. Почему? Потому что когда ты показываешь свои сочинения, а это, в общем-то, во многих странах уже мне исполняли сочинения, во многих городах России, то есть мы тогда выступали, то есть я попала и на съезды, и на пленум Союза композиторов СССР. Вы знаете, у меня звучало и в Петербурге, в зале Шостаковича, у меня исполнялось сочинение и в Московской консерватории, в Большом зале консерватории. Понимаете, вот хочешь, не хочешь, ты этому учишься. И так получилось, что судьбе было угодно. Потом уже вот где-то 13 лет тому назад, когда я уже была в зрелом довольно возрасте, Ковзенина сказала: Лейла, что хочешь делай, но ты должна возглавить Союз композиторов. Потому что тогда был очень непростой период для нашей. И, конечно, я возглавила. И можете себе представить, может быть, это и помогло, потому что, знаете, когда ты показываешь свои сочинения, и ты хочешь поднять и молодежь, и хочешь, так сказать, сделать все для того, чтобы сочинения башкирских выдающихся композиторов тоже звучали. И вот, представляете, 13 лет удалось, я вот вчера готовила вообще, не к этой программе, а вообще. То есть мы провели, то есть благодаря, вот, может быть, этой инициативе с моей стороны, так сказать, и моей поддержке, и то, что у нас такие потрясающие, замечательные отношения с музыкантами, это с нашим оркестром симфоническим, это, конечно, потрясающий совершенно дирижер Дмитрий Крюков, это Артур Назиуллин, понимаете, это, так сказать, вот связь с музыкантами, и то, что они связаны со всей страной, удалось нам сделать. Можете себе представить, мы провели со всеми музыкантами, не только там и хоровые сочинения, и симфонические, камеры, 94 концерта за 13 лет. Можете себе представить? И что повезло нам, потому что у нас очень сильная кафедра, и наши выпускники, которые у нас и ассистентура и стажировка, то после окончания ассистентуры и стажировки, понимаете, они становятся лауреатами международных конкурсов, и лауреаты и не только всероссийских, но и международных, вы представляете? И, конечно, вот то, что я возглавляю Союз композиторов и одновременно председатель и заведующий кафедрой композиции, это очень много значит, потому что мы прослеживаем с самого начала становления, в общем-то, композиторов до последнего, да, и мы делаем все для того, чтобы композиторы, особенное внимание у нас для молодежи, потому что самое важное, чтобы молодежь росла, и чтобы сочинения их исполняя, они же растут, они поднимаются энергетически, вы знаете, для них большое счастье, что прозвучало симфонические сочинения. Вот в этом году был концерт молодых композиторов. Прослушав, то есть себя слушая в таком великом исполнении, понимаете, они идут, вдохновляются, идут дальше. Поэтому у нас колоссальная работа, это большое варево
такая композиторская. Я отношусь к молодым музыкантам понимаете, как к своим коллегам. То есть они младшие, как бы самые начинающие, пусть это будет 19, плюс это 20 лет, до последнего. То есть они заканчивают наши, некоторые в 30, некоторые в 26 лет. Это очень здорово. Будет концерт, посвященный вашему юбилею? Да, это будет у меня 13 ноября. Планируется концерт в оперном театре. Симфонический оркестр возглавляет Крюков, будет дирижировать, и хоровая капелла, которая возглавляет Хасбиуллина. Вы знаете, это будет мощный концерт, потому что я хочу показать, то есть я неспроста это делаю, я хочу свой аркаим показать не в сценическом варианте, не с балетными, а записать замечательным симфоническим нашим оркестром, для того, чтобы в дальнейшем, если кто-то будет выезжать, чтобы можно было включить фонограмму, то есть, вернее, включить вот запись, и понимаете, ну, я буду работать, показывать это, то есть записывать будет вместе с балетами, для того, чтобы все ритмы, все темпы, все будет, чтобы сохранены. И для меня это большая честь. Более того, меня поддержал Союз композиторов России, потому что финансирование идет из Союза композиторов России. И слава Аллаху, как говорится, знаете, и выдающиеся музыканты будут как бы показывать мое творчество. И я счастлива, что у нас такие музыканты мощные. Я хочу пожелать нашему симфоническому оркестру, нашим музыкантам, нашей хоровой капеллы больших-больших творческих успехов, чтобы никто никуда не уезжал, чтобы мы сохранили вот это все, вот этот костяк, вот то, что у нас вот 6 лет, то, что происходит с симфоническим оркестром. Вы представляете, каждый год, ну, по 600 человек приходят на концерты, и сколько у нас концертов в симфоническом оркестре, как они поднимают дух, поднимают вообще, так сказать, вообще жителей Уфы. Это классическая музыка, это великое направление, потому что это связь с космосом вообще, знаете, потому что когда они слышат сочинения в исполнении Баха, вернее, их исполнение Баха, Бетховена, Шостаковича, Прокофьева, я не знаю, Малера, кого хотите. Как это здорово, потому что после концертов люди выходят вдохновенные, понимаете, как бы обновленные каким-то внутренним вообще, знаете, поднятием духа. Это, конечно, мощнейший процесс. Я хочу, чтобы у нас был всегда вообще наш симфонический оркестр с нами, и чтобы наши музыканты, хоровая капелла, потому что у нас и хоровая капелла замечательная. Лейла Загировна, после нашего интервью, я думаю, что очень многие телезрители отправятся на концерт симфонического оркестра, потому что так вдохновенно и воодушевленно все рассказали. Может быть, не так много фактов, но настолько вдохновенно и воодушевленно. Спасибо вам огромное. Спасибо вам, что вы меня пригласили. Конечно, для меня большая честь быть с вами вот сегодня находиться на великом, так сказать, телевидении нашего Башкортостана. Спасибо огромное. Спасибо. Это была программа «Интервью». На наши вопросы ответила Лейла Исмагилова. Это председатель Союза композиторов Республики Башкортостан, заведующая кафедрой композиции Уфимского института искусств имени Загира Исмагилова, профессор, заслуженный деятель искусств России, народная артистка Республики Башкортостан, лауреат Госпремии Салавата Юлаева и Союза композиторов России имени Шостаковича. Я Роза Хабибуллина. Спасибо, что были с нами.